Абай. Слово второе. В детстве я не раз слышал о том, как казахи смеялись над узбеками. Ах вы широкополые, с непонятной трескотней вместо человеческой речи. Вы не оставите на дороге даже охапку перегнившего камыша, чтобы покрыть крышу. Вы, ночью принимающие каждый куст за врага, на глазах лебезите, а за спиной поносите людей. Трещите без умолку, потому и имя вам Сарт, что означает громкий стук или треск. Смеялись казахи и над нагаями-татарами. Эй, нагаи, боитесь вы верблюда, верхом на коне устаете, отдыхаете, когда идете пешком. Все у вас валится из рук. И не нагаи вам имя, а накаи несуразные. Поэтому, наверное, только и видишь вокруг: солдат – нагаи, беглец – нагаи, бакалейщик – нагаи. Смеялись и над русскими. Рыжеголовые делают все, что им взбредет на ум. Увидев в бескрайней степи юрты, спешат к ним, сломя голову, и верят всему, что им скажут. Просили даже показать Узункулак. Я радостно и гордо смеялся, слушая эти рассказы. О Аллах! Думал я в восторге. Все другие народы, оказывается, просто прокляты судьбой, и ни один из них не сравнится с моим народом. Теперь я вижу. Нет плода, которого бы Сарт не получал, выращивая его умело. Не найти страны, где бы он ни побывал, торгуя. И нет вещи, которую бы он не смог смастерить. А в городе им не досуг следить за делами друг друга. Поэтому они и дружнее нас. А раньше ведь сарты и одевали казахов. Даже саваны для погонников мы брали у них, отдавая взамен скот, ради которого глупо убивали друг друга. Когда же пришли русские, сарты опять же опередили нас, переняв у русских их мастерство. И несметное богатство, и истинная набожность, и сноровка, и учтивость – все можно найти у сартов. Смотрю на татар. Они и солдатчину переносят, и бедность выдерживают, и горе терпят, и Бога любят, почитая веру. Умеют трудиться в поте лица, знают, как нажить богатство и как жить в роскоши. А мы гнем спины на их богачей, чтобы прокормить себя, а наших самых избранных богачей они выгоняют из дома. Наш пол сверкает не для того, чтобы ты, казах, наследил на нем грязными сапогами. Они возвысились, потому что подчинили все свое время полезному труду и овладению ремеслами. Они тратили его на унизительные распри. А русских же и говорить нечего. Мы не то что стоять рядом со знатными, мы не можем даже сравниться с их прислугой. Куда исчезли наше хвастовство, гордость за свой род, чувство превосходства над нашими соседями? И где наш радостный смех?